Продолжаем ходить по барахолке в Альтенфюрте. Здесь много мебели, но также здесь есть бытовая техника, вот, например, стиральные машины. Однако эти стиральные машины, можно сказать, ну, наверное, новые, судя по цене, и это невыгодно, конечно. Дальше вот неплохой диванчик и очень необычная вещь. Расскажите, те, кто знает, что это такое. Я понятия не имею, вот я на нее сколько смотрела, я не знаю. Дальше корзинки. Тут стенд вообще такой очень любопытный, потому что вот кукла такая интересная, раритетная кукла. Может быть, даже она столетняя. Также тут у нас всякие свечи. Подготовка уже пошла к Новому году. И коляска. Вот смотрите, какая коляска. Ей тоже не меньше 100 лет. Судя по внешнему виду, это коляска для куклы, детская игрушка. Тут гномы стоят, кружки разные, всякие подсвечники или чники. Диваны, смотрите, какие, шкафы. Я считаю, что из них, если вы хотите себе недорогую мебель, там тумбочки раритетные всякие, можно что-то выбрать домой. Особенно если обстановка интересует вот такая вот прям под старину. Подобный светильник у меня есть дома, и он стоил, конечно, меньше. Он стоил 10 евро, здесь 45. Ну, возможно, это из-за медной подставки, да. Посуды, видимо-невидимо, просто очень много, и часть из нее фарфоровая, то есть фарфоровые сервизы. Если хорошо поковыряться на барахолке, можно найти очень приличный фарфоровый сервиз, что немецкий, что из других стран, французский, британский. Вот, например, тарелки британские, вот эти вот из Англии, да, они очень хорошие. Вот тут поднос такой интересный, и тарелочка вместе стоят. Я не думаю, что они из одного комплекта, хотя может быть. И видите, написано вот Санта, что-то Санта, да? Что-то Санта-Барбара, как будто бы вообще. Дальше тут бокалов очень много. И всякие интересные тарелки, очень старые, под пиццу даже, вот там есть, вот, потом увидите, расписных много. Смотрите, тут вот города и город и год. Интересно, вот это мне понравилось очень. Такие тарелочки я хотела даже, ну, прикупить потом такую. Но они дороговаты, на мой взгляд. Потому что можно целый сервиз купить там за 10 евро, за 5 евро даже. Но все зависит от самого сервиза, конечно. Есть сервизы и за 40, и за 50 там, евро, да, и за 100 евро. И есть и еще дороже. Все зависит именно от его старинности, там, качества, известности ну, вот этой фабрики, которая производит. Завод там или как она. И смотрите, некоторые сервизы есть цветные. Есть, допустим, просто белый с рисунком, да, есть прям цветные. Вот это огромная свеча. Она очень старая. Я уверена, что она очень-очень старая. На ней, видите, такие там всякие солдатики. Дальше тут ангелочки. Или, музыканты, да, музыканты. Статуэтки музыкантов. Девочка вот у нас тут с гусем, я так понимаю. Или с лебедем. И музыканты, статуэтки. Но вот эти статуэтки, они дорогие, конечно. Вот. Тут, значит, у нас всякая опять посуда. Шариться можно до бесконечности. Вот видите, фарфоровая чашка такая очень шикарная. Если ищете для себя, допустим, да, там, кофейную пару, чайную пару, рекомендую поискать на барахолке фарфоровую пару. Очень круто, всегда. То есть это будет ваша любимая пара обязательно, там чашка с блюдцем. Тут вот зеленый сервиз какой-то тоже интересный. Купили бы себе такой сервиз. Есть то, что западает в душу. Вот бывает, оно и недорого стоит, но западает прямо в душу. Самое интересное. Тут копилки. Копилки и всякие статуэтки. Видите, руки сложенные, да, в молитву. Всего 1,5 евро. Кактусы. Значит, женщина такая вот темнокожая, красивая. Дальше, значит, вот такой клоун, или как он, Орликин, наверное, да, Орликин. Тоже очень, мне кажется, такой древний этот Орликин. Некоторые, кажется, вот как будто бы очень-очень древние вот статуэтки. Некоторые поновее. Но это на самом деле как разбираешься, да, вот тоже разбираться надо. Вот картины. Картин тоже много. Есть просто рамки, а есть именно картины. Такая вот интересная тумбочка неплохая, или как она, ну, типа сервантик, может быть, да, часть серванта. И вот эти древние скульптурки,
они тоже дорогие, потому что они действительно старые, понимаете? Вот тут вот всякие, ну, тоже как экспонаты, да, я уже это называю как экспонаты музея на самом деле. Вот. Отдельного внимания требуют шэдоу-боксы. Это такие подставки, где хранятся миниатюры. Видите, картины. Ну, вот он, шэдоу-бокс. Дальше, значит, рамки. Среди рамок трудно что-то найти. А вот это человек в золотом шлеме. Видели Рембрандта? Вышитый крестиком. Тут кружки. И кружки обычно копеечные. Их даже могут за даром отдать, потому что ну, никому они не нужны, да, вот особо. Дальше всякая посуда, перечницы, солонки. И даже, видите, коробка жестяная от конфет. Просто от конфет коробка. То есть в ней продавались конфеты, когда-то их кто-то купил, коробку оставили. Тут внизу сундучки для хранения на кухне, может быть, или каких-то пустячков. Кто-то обшивал их своими руками, может быть, вот видите, внутрь заглядываем там, да. Ну, простая коробка, я это так считаю. Простая коробка, просто ее попытались оформить, видите, там украсить чем-то. Такая ручная работа. Вот, и стоит это все 3,50, да. Есть картонные коробки, железные всякие штуки для хранения. Некоторые есть старые, некоторые от чая, от кофе там. Вот. Смотрим вот тут, видите, солонки, всякие перечницы вот эти, сахарницы, мармеладницы, пластиковые контейнеры. И вот наш Мишка.